Прекрасна земля наша, солнечная Таврида. Добры, трудолюбивы и самоотвержены ее люди. И об этом свидетельствуют исторические памятники, останки оборонительных крепостных стен, каменные летописи столетий, древние клады с найденными творениями рук человеческих. Да и сама природа, сам климат нашей земли овеян легендами, мифами и сказаниями о том, как любили и берегли свой дом, как верны были дружбе и преданы в любви наши древние предки. Вот одна из легенд в авторском варианте. Там за древней горой Демирджи проживало могучее племя. Не пахало, не сеяло ржи, но с рассветом уже ногу в стремя. Пастухи выпасали овец, объезжали коней одичалых, каждый юноша — лучник, стрелец, а красавиц таких не бывало. А еще здесь умели ковать и щиты, и подковы, и шлемы, меч булатный, резьбой рукоять, и по камню резьба — это геммы, а кувшины с прохладной водой и подносы для белого сыра прославляли за горной грядой кузнеца кузнецов Абакира. Был он молод и счастлив в душе и готовился сватать соседку, потому что похожа Айше на цветущую майскую ветку. И когда она шла за водой, напевая вполголоса песни, подпевал ей и месяц седой, и река, и соловушка местный, а родник серебристый струю подгонял, чтоб не ранила ножки, чтобы черную косу свою не пылила на горной дорожке. И готовилась к свадьбе она, торопилась, предчувствуя лихо, потому что колдунья война зажигала свой дьявольский вихрь. И пришли из-за гор упыри, чтобы жечь и стада, и жилища, пастухов сотни две или три, а захватчиков более 1000. Приказали схватить кузнеца, чтоб ковал для врагов снаряжение, и послали немедля гонца, чтоб спустился, моля о прощении. Рассмеялся кузнец Кузнецов, ничего не ответил посланцам. Не бывало в родне подлецов, значит, нет на победу и шанса. И тогда полонили они на тропинке пивунью невесту. И об этом в ближайшие дни чудо-мастеру стало известно. Содрогнулся от этих вестей богатырь и упала, и ушла из-под ног у гостей и земля, и гора от обвала, унесло в преисподнюю их, и невеста спастись не успела. Но остался несчастный жених, только память его ослабела. Не кует уже стрел и мечей, лишь головку невесты ваяет. И не помнит никто он ничей, только имя Айше повторяет. На уступе горы Демирджи возвышается профиль прекрасный. Виден всем проезжающим с трассы, значит, жив Абакир.
еще жив.